Доброе утро, дорогая Якутия! Мы приветствуем всех наших любимых телезрителей на телеканале Якутия-24 НВК Саха. Сегодня утро Якутии встречаем с вами мы, Дарья Анкехова и Руслан Ачиров. Ну и, конечно, как всегда, в ближайший час все самые интересные новости, замечательные гости, ну и, конечно же, полезная информация только для вас. Ну что, пролетела короткая праздничная неделя, а сегодня уже пятница, и мы, как и прежде, вас с самого раннего утра зарядим только на позитив. Праздники прошли, ну а впереди нас ждет вместе с вами долгожданный ледоход. Пока этого не случилось, мы каждое утро встречаемся с вами на телеканалах Якутия-24 и НВК Саха. И вот что сегодня мы подготовили для вас. Диетологи назвали пропорцию идеального завтрака. Что это и как, узнаем чуть позже. Ну и, конечно, наша постоянная рубрика «Полезный завтрак» раскроет вам секрет на тот самый правильный завтрак. Также мы узнаем итоги Всероссийской Олимпиады, где Якутия занимает особое место. Оказывается, наши школьники ежегодно показывают лучшие результаты. Кто они и как их готовят, мы узнаем сегодня в первом блоке нашего эфира. Ну а в рубрике «Устами младенца» мы продолжаем рассказывать о подвигах наших дедов и прадедов. Так, учащиеся 17-й школы города Якутска делятся с вами стихотворениями, которые посвящены Великой Победе. Ну а в рубрике «Мой питомец» сегодня мы, как и прежде, расскажем об уходе за домашними животными. Во втором блоке нашего эфира мы с вами поговорим о детском отдыхе. Какие детские загородные лагеря будут работать этим летом и кто сможет рассчитывать на льготные места. Конечно же, вся информация будет в нашем эфире. Да, у нас будет гость, специалист из регионального министерства образования. Ну и, конечно, традиционно, по традиции пятницы, мы завершим наш эфир музыкальным клипом. Так что будьте с нами. Еще больше новостей вы, конечно, сможете узнать, подписавшись на наш телеграм-канал «Утро Якутии». Ну а сейчас самое время узнать, какая погода за окном. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 2 градуса. В Заречной группе минус 2. В южных районах 3 ниже 0. В Вилюйской группе 5,2 со знаком минус. В Нижнеленских до минус 5. В западных районах 3,2 градуса ниже 0. В Колымандигирской до плюс 2. В Янских 17-15 со знаком минус. На северо-западе минус 14. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 1 градус. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. Сегодня днем без осадков. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 8 градусов. Диетолог назвала варианты идеального завтрака. Что нужно есть в начале дня? Ну, Даша, ты чем завтракаешь? Ты знаешь, я не придерживаюсь вот какому-то правильному питанию, то есть, ну, что есть в холодильнике, то и, значит, принимаю на завтрак. Но, кстати говоря, все, опять же, зависит, во сколько встала. Если встала пораньше, успеваю что-то приготовить, ну, допустим, яичницу. А если нет, то и бутерброд не всегда с полезной колбаской. Я вообще, знаешь, о чем задумался? Так как мы ведем утреннюю программу, то мы должны стать уже экспертами в области завтрака, чтобы давать правильные советы. Вот варианты, например, идеального завтрака в беседе с Мослентой назвала диетолог, врач-эндокринолог Полина Жаркова. Специалист призвала следить за соотношением продуктов в первый прием пищи. Так, прием пищи должен быть сбалансирован. В этом нам должен помочь метод тарелки. Это половина тарелки должна состоять из овощей и фруктов, 1/4 из белков и 1/4 углеводов. Так пояснила эксперт. Если на завтрак у вас каша, то она должна быть из цельного зерна, которое варится не менее 15 минут. В такое блюдо также можно добавить ягоды и несколько любых орехов. Другой пример сбалансированного завтрака – это бутерброд из цельнозернового хлеба с кусочками буженины, листьем салата, слайсами помидора, огурца. Вот так сказал эксперт. Да, но я думаю, что действительно полезный совет. Надо, кстати, попробовать. Но вот меня смущает немного, что кашу все-таки надо варить 15 минут. Иногда бывает так, что рано утром времени столько не бывает. Ты знаешь, Руслан, следующая наша рубрика как раз-таки будет говорить о том, как нужно правильно варить кашу. Но и самое главное, нельзя на это жалеть свое время, ведь это очень-очень полезный завтрак. Доброе утро, Якутия. Меня зовут Юлия Заболоцкая-Избекова. Я нутрициолог, специалист по адаптивному питанию. Мы сегодня с вами будем готовить очень простой, но при этом полезный завтрак, который подойдет при любом, на самом деле, типе заболевания, потому что это у нас каша.
Ну и здоровым людям он будет полезен вдвойне. Варить мы сегодня будем с вами кашу «Геркулес». Это знаменитая каша, она считается одной из лучших в мире. Ее за рубежом продают как суперфуд. А мы иногда про нее забываем и почему-то не едим. Выбирать хлопья «Геркулес» необходимо по очень простому способу. Смотрим на упаковочке, чтобы время варки было 10-15 минут, значит, это те хлопья, которые нам нужны. Они обычно бывают вот такого среднего размера. И кашу мы сегодня будем приправлять полезными добавочками. Можно назвать их биодобавками, да? У нас в качестве них выступают курага и тыквенные семечки. Когда будем заправлять, я вам расскажу об их пользе дополнительно. Сейчас пока мы загрузим с вами кашу в мультиварку. Аккуратненько набираем стаканчиком. Сварим мы немного, потому что мы будем варить примерно одну порцию. Набрали полстаканчика кашки, а воды мы налили примерно в 2,5 раза больше. То есть если полстакана каши, тогда получается стакан воды и еще четвертиночка воды. Наша каша сварилась, прошло примерно 15 минут. Теперь мы должны ее красиво упаковать. Я вам расскажу о пользе, собственно говоря, самого продукта. Все, наверное, вы слышали о том, что очень полезно есть клетчатку. Вот открою вам великую тайну. Классным вариантом употребления клетчатки является как раз овсяная каша. Просто. То есть, если вы делаете себе порцию каши с утра, ну, это не обязательно может быть овсяная, любая каша, вы себе закрываете потребность по клетчатке и пищевым волокнам примерно на 30-40%. Дополнительно в каше содержится также крахмал, который дает заряд энергии на полдня. Вот. А чтобы каша была наша более полезной и красивой, мы сегодня в нее добавим немножко сушеных абрикос, которые называются также курагой, источник витамина А. И красиво выкладываем просто на нашу кашку. Делаем из нее картиночку. Теперь посыпем немножко тыквенными семечками. Семечки и растительное масло – это бесценные источники витаминов и микроэлементов. Всегда помните об этом. В кашу мы добавим обычное подсолнечное масло, потому что оно на самом деле ничуть не хуже, чем разрекламированное оливковое. Кашу маслом не испортишь, поэтому наливаем примерно столовую ложку. Чтобы подсластить нашу кашу, мы можем использовать, конечно, сахар, но на самом деле мед, он дает более глубокий вкус, хотя на самом деле там его польза сильно преувеличивается, да, но тем не менее с медом будет выглядеть красивее. Вот наш простой, но при этом очень полезный завтрак готов. Он наполнит вас энергией в первой половине дня. Приятного аппетита! Стали известны итоги заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Так, якутские школьники продолжают покорять высокие пьедесталы самого масштабного интеллектуального состязания в России, в котором ежегодно участвует более 6 миллионов обучающихся. По итогам 22-23 учебного года у нас 7 дипломов, 1 победитель и 6 призеров. Отметим, что Всероссийская олимпиада школьников является самым массовым по охвату предметных олимпиад и проводится в 4 этапа. Сначала школьный, затем муниципальный, региональный и заключительный. Оператором проведения Всероссийской олимпиады школьников в регионе выступает Малая академия наук Республики Саха-Якутия, как региональный центр выявления и поддержки одаренных детей, созданный при поддержке главы Якутии Айсена Николаева в 2018 году по модели образовательного центра «Сириус». И сегодня у нас в гостях Леонид Владимирович Подвигин, учитель географии и экономики, заместитель директора физико-технического лицея имени Ларионова города Якутска, который подготовил не одно поколение победителей этой олимпиады. И дважды призер олимпиады Айтал Захаров, ученик 11 класса физико-технического лицея города Якутска. Доброе утро. Доброе утро. Доброе. Леонид Владимирович, расскажите немного вообще о Всероссийской олимпиаде, тем более вы не первый год готовите учеников именно к такому масштабному мероприятию, да? И вот как проходил отборочный этап на территории Якутии? Ну, вообще надо сказать, что Всероссийская олимпиада школьников – это мероприятие номер 1 среди всех олимпиад. Проводится она уже очень давно, еще вот в советский период начался этап этой олимпиады.
Сейчас это действительно самая массовая олимпиада для школьников, государственная олимпиада и имеющая самые высокие награды. Олимпиада проводится в 4 этапа. Это школьный этап, муниципальный этап, региональный этап и заключительный этап. Важно отметить, это очень важно, наверное, для родителей в первую очередь, что принять участие в этой олимпиаде может абсолютно любой школьник, начиная со школьного этапа. Вот. Тем более сейчас есть по ряду предметов через платформу Sirius, который имеет отношение в том числе вот Малая академия наук, возможность участвовать онлайн в школьном этапе. То есть это очень демократическое, очень такое массовое и интересное мероприятие. Ну, следующий вопрос, наверное, Айталу. Расскажи о своей истории, да, участия, как ты пришел к этому и вообще сложно ли готовиться к таким олимпиадам? Ну, именно географию всероссийского этапа Всероссийской олимпиады школьников я пришел в 8 классе, когда меня позвал Леонид Владимирович в олимпиаду. Тогда я прошел на региональный этап, и получается в 9 классе я уже стал таким прошаренным, скажем так, и смог пройти на заключительный этап, но не смог занять не смог стать призером и победителем. Но это было в Липецке, хороший город, и вот это, получается, возможность школьникам посетить города, узнать их университеты, потому что олимпиада обычно проводится на базе университета какого-то. И в 10 классе уже в городе Ставрополь я смог стать призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. И вот в этом году в Нижнем Новгороде я смог еще раз стать призером, что... Не может не радовать, правильно? Да. То есть поэтапно достигал своей цели. Да. Хорошо, сразу возникает вопрос, что дает эта победа ученикам, если раньше олимпиадники, они автоматически, да, поступали в какие-то вузы, да, престижные, сейчас? Это то же самое на самом деле, даже больше того я скажу. Если раньше вот одна была, одна награда, это вот как раз поступление, сейчас еще это очень часто подпитывается какими-то грантами со стороны региона, со стороны вот, Министерства образования Российской Федерации. Поэтому сейчас участвовать не только интересно, не только важно для вот, поступления, но еще где-то и финансово даже выгодно на самом деле, что для современного поколения школьников крайне немаловажно. Леонид Владимирович, мы продолжим наш разговор. Буквально прервемся на небольшую паузу новостей. Коллеги, доброе утро. Доброе утро, Якутия. Сейчас блок новостей. Член Комитета Госдумы по информполитике Антон Немкин заявил, что нужно максимально ужесточить контроль и меры ответственности за ввоз, продажу и использование незарегистрированных беспилотных аппаратов. Также депутаты Госдумы проведут необходимые консультации, чтобы выяснить, сколько IT-специалистов по разработке оборудования для дронов сейчас нужно, и предложить решения по модернизации отраслевого регулирования, а также по адаптации образовательных программ для ускорения подготовки. Департамент охотничьего хозяйства республики проводит рейды, где выявляют нарушения правил весенней охоты. Профилактический рейд проводят с целью пресечь незаконное владение огнестрельным оружием. Проверяли все необходимые документы, а также отсутствие нарушений при отстреле дичи. Напомним, во время весенней и осенней охоты категорически запрещается использование звуковых имитаторов голосов уток и гусей, владение оружием без документов, а также передача ружья третьим лицам. Целью этих мероприятий является, во-первых, профилактика в предпожарный сезон. Сейчас вот снег сходит с полей, сильные ветра, поэтому есть опасность, то, что пойдут сельхозпалы и, соответственно, есть угроза возникновения пожаров. Ну и вторая, значит, это профилактические мероприятия по предупреждению нарушений правил и сроков охоты при производстве охоты на водоплавающую дичь.
В Минэкологии Республики из Верхневилюйского, Мирнинского и Намского районов поступило 37 заявлений о намерении провести лесовосстановительные работы на площади более 5000 гектаров. Так, в этом году общий объем лесовосстановительных мероприятий составляет 180 тысяч гектаров, в том числе за счет средств субвенций из федерального бюджета в рамках выполнения госзадания почти 2000 гектаров, арендаторов 700 гектаров естественного лесовосстановления вследствие природных процессов порядка 170 тысяч гектаров. На текущую дату на проведение искусственного и комбинированного лесовосстановления согласовано 7 проектов на общей площади более 3000 гектаров. Число продаж товаров для сада и дачи по итогам марта-апреля на 29% превысило показатели аналогичного периода прошлого года. Товары в категории сад и сезонные товары показали в России наибольший рост за этот период. Специалисты анализировали период марта-апрель прошлого и текущего года, посмотрели данные 5000 торговых точек по всей России. В этом году больше всего выросло количество продаж в категории сад и сезонные товары. Рост составил 29% по отношению к прошлому году в количестве товаров, а не в деньгах. А в деньгах не изменился, говорится в сообщении. Жители села Бердигистяк впервые в этом году сдали нормативы ГТО на свежем воздухе. Всего по 3 возрастным категориям свои силы испытали более 70 жителей. Для подготовки к каждому виду испытания участники выполнили упражнения под руководством специалиста в области физкультуры и спорта, такие как бег, ходьба, отжимания, подтягивания и упражнения на гибкость. Результаты каждого участника спортивный судья заносил в протокол. В прошлой неделе мужчины нашего села, трудовые коллективы вышли на субботник стадион от беговой дорожки и зоны ГТО. Поэтому вот в этих зонах снега нет, как бы растаяло все очень хорошо, сухо. Дети вот сегодня с удовольствием сдают ГТО, и население тоже подходит. Мы продолжаем наш утренний эфир и говорим о результатах Всероссийской олимпиады школьников. У нас в гостях Леонид Владимирович Подвигин, учитель географии и экономики, заместитель директора физико-технического лицея, а также дважды призер школьной олимпиады Айтал Захаров, ученик 11 класса физико-технического лицея. Ну, во время новостного блока мы немного пообщались, и хотелось бы отметить, вот интересную фразу сказал, да, Леонид Владимирович, о том, что 100-бальником быть, да, по результатам ЕГЭ, это престижно, это показатель, да, такого качества образования, да, а вот победить во Всероссийской олимпиаде, это как примерно быть трижды, да, 100-бальником. То есть это немножко совершенно другой уровень, да, и нужно понимать и четко разделять это, да. И мы сказали о том, что все-таки наши ребята, они успешно выступают, и, соответственно, помимо каких-то бонусных баллов при поступлении, они также получают еще и некоторые гранты, правильно? Да. Я просто хотел еще добавить, сказать о том, что и призвать, наверное, родителей и учеников нашего региона, нашей республики участвовать в олимпиадах. Дело в том, что мы регион хоть и большой по территории, но очень небольшой по населению. И талантливые дети, они могут быть на виду. Это такое некоторое преимущество на самом деле по сравнению с многими такими населенными областями, населенными краями, республиками. Поэтому надо пользоваться этой возможностью, потому что поддержка детей, учителей, она в регионе имеется. И надо, конечно, это развивать. Айтал, ну вопрос тебе, какие у тебя дальнейшие планы, какое образование ты хочешь получить, может быть, ты уже определился с профессией? Для тебя, наверное, уже открыты многие двери таких самых хороших вузов. Двери открыты, но все-таки мне бы хотелось поступать больше по профессии физико-математической или информационной. И с университетом, конечно, я пока не определился в полном плане. Однако вот есть идеи некоторые, куда поступать. То есть пока все прорабатываешь себе, Да. четкой позиции нет. Мгм. Леонид Владимирович, сразу возникает вопрос, а как подготовить ученика к подобной Всероссийской олимпиаде, да и вообще, как вырастить умного ребенка? Определенная методика, окружение, учебное заведение или все-таки зависит от преподавателя? Ну, наверное, зависит от всего, не только от... Ну, многое, конечно, зависит от детей, безусловно. Зерно нужное, оно должно ложиться в такую хорошую почву, и большое значение имеет семья,
Большое значение имеет то, как с детьми вот, в малом возрасте занимались, работали, читали ли они книги, изучали. Ну а вот касаемо моей методики, ну я считаю, что олимпиадная подготовка должна быть интересной, чтобы ребятам было увлекательно. И как сам в прошлом олимпиадник, я стараюсь немножко смотреть на это их глазами. То есть глазами самого ученика, примерно понимая, что они знают, умеют, чего они в данный момент не знают, не умеют. То есть вот тут немножко вот такой как бы взгляд должен быть немного со стороны на всю вот эту вот методику. Ну, Леонид Владимирович, Айтал, вам большое спасибо за то, что вы пришли в наш утренний эфир. Спасибо вам. Айтала мы еще раз поздравляем с победой на Всероссийской Олимпиаде и желаем, конечно же, дальнейших успехов. Ну и определение с поступлением. Я думаю, что у многих, да, 11-классников сейчас такая же насущная проблема. Вот, друзья, ну а мы продолжаем наш эфир. Старый имень. Ты помнишь их огневых, молодых, живых, их ночной боевой переход, как трещал под ногами лед, как коварно яснел небосвод, приближая зловещий восход, и внезапно налет бомбы терзали лед, хлестал и сметал металл, и стонал, клокотал, и от крови ран ты мой имень, седой ветеран. Это был не восход, ни вперед, ни назад, сжат, умирал, утопал брат, а над тленной рыдал снегопад. Ну что, мы продолжаем наш утренний эфир. Желаем всем отличного, бодрого настроения. Напоминаем, что сегодня пятница. Ну и, конечно же, переходим к нашим домашним животным. Да, действительно, потому что иногда новости из мира животных, они удивительны. Мы очень часто умиляемся, а иногда просто поражаемся тому, что же может произойти между питомцем и хозяином, потому что истории бывают удивительные. Действительно, 49-летняя Дебора Ходж нашла лазейку, которая помогла ей жить с котом в арендованной квартире, где хозяева запрещают животных. Для этого женщина решила выйти замуж за своего кота по имени Индия. Она надеется, что ее преданность питомцу поможет доказать арендодателям, что Индия для нее больше, чем просто животное. Индия – самый важный член семьи в моей жизни после детей, говорит Дебора, выходя замуж за кота. Мне нужно, чтобы будущие арендодатели знали, что мы всегда будем вместе и не сможем быть разделены ни при каких обстоятельствах. В итоге Деборе удалось организовать даже свадьбу. Она надела платье-смокинг, а у кота был натуральный, благодаря окрасу шерсти, наряд. По словам женщины, ей было нечего терять, поэтому она решила жениться на питомце. «Я отказываюсь расставаться с ним. Я бы предпочла жить на улицах, чем без своего кота», добавила она. По словам женщины, многие близкие считают, что Дебора немного сошла с ума. Но сама она уверена, что это единственный способ показать и доказать людям, что она не намерена отдавать кота в приют или в другую семью, если ее захотят выселить из квартиры из-за животного. Это достаточно необычная, интересная, странная новость одновременно. Кардинальное такое, знаешь, решение приняла Дебора. Ну, знаете, судить каждому, но для нас это такое некое, ну, не знаю, добрая, позитивная и веселая новость. Да? Ну, главное, что домашнее животное, какая разница, муж он Деборе или нет? То есть есть животное, все, пожалуйста. Нет, но если она прописала в том, что нельзя домашнее питомца, то она теперь может точно сказать, что это не питомец, это ее законный муж. Ой, не поймешь этих иностранцев. Ну, а кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро, а кто берет с собой собаку, тот еще мудрее, особенно если питомца к этому предварительно подготовил. На самом деле, пойти в гости с любимцем – это норма жизни для одних владельцев и совершенно неприемлемое явление для других. Кинолог Елена Семенова рассказала, с какими собаками можно ходить в гости, а с какими нет. Так, по ее словам, можно ходить в гости с собакой, которая любит людей и не подает признаки агрессии, даже если вы будете шутить между собой. Ведь иногда собака может заступиться за своего хозяина. Если так, то лучше оставить своего четвероногого друга дома. Также есть еще один важный момент. Если у вас спокойная и уравновешенная собака, то проблем, скорее всего, не будет. А если у вас собака-энерджайзер, то будет
то самое. Бесконечная беготня, лай, убийство хозяйственной обуви и прочие неприятности. В этом случае вам придется научить собаку успокаиваться и быть сдержаннее, независимо от того, в каких условиях она находится. Так что будет ли вести себя ваш питомец подобающе или нет, все абсолютно зависит только от вас. Главное – уделить внимание при воспитании домашнего питомца. Да, ну я не знаю, если, мне кажется, с большой собакой как ты в гости пойдешь? Ну, знаешь, и вот с Особенно энерджайзером тоже ходить нельзя, со спокойной только, но это бывает очень редкий кадр. Пришел в гости, на порожек положил, спит. Алабая. Алабай. Алабая положил, он спит. Но знаешь, все равно, мне кажется, домашнего питомца нужно иметь при любых условиях, пускай он будет большой, пускай он будет маленький, энерджайзер, спокойный, неважно. Главное, чтобы он был для души. Да, абсолютно верно. Ну а далее тему питомцев мы продолжим в нашей рубрике «Мой питомец», где мы расскажем о питании. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Мой питомец» мы будем разговаривать с вами о питании наших собачек. Начнем с того, что многие продукты, которые полезны для человека, совершенно вредны и опасны для наших питомцев. Допустим, сырая рыба при регулярном употреблении у собак вызывает дефицит витамина В. Проблемы с сердцем и даже судороги могут вызывать кофеин, который находится в кофе и чае. Виноград, изюм, а также содержащие их продукты могут вызывать у собак почечную недостаточность. И таких продуктов очень много. Я считаю, что мы должны очень серьезно относиться к питанию наших домашних питомцев, потому что это в первую очередь его здоровье, продолжительность жизни и качество шерсти, зубов и когтей. Перед вами сейчас мы представили сухой корм. Он является сбалансированным. При питании сухим кормом не обязательно докармливать собачку витаминами определенными, потому что это все содержится уже в нем. Помимо сухого корма, я бы, конечно, предложила жидкое питание для питомцев и данные вкусняшки. Человеческий шоколад, который так очень любят многие собаки, очень вреден для организма. Но всегда можно найти замену. Это собачий шоколад, либо гематоген, который продается во всех зоомагазинах. Также жевательные различные дольки и вкусняшки в виде зубочисток, которые очень хорошо удаляют налет и зубной камень. Чем хороши данные корма? Они все довольно-таки сбалансированы, витаминизированы, и для каждого корма есть определенная таблица, которая позволяет нам достаточно грамотно давать питание. Взрослая собачка у нас должна питаться 2 раза в день сухим кормом, при этом всегда должна быть в доступе вода, потому что сухой корм, конечно же, требует большого количества воды, чтобы в организме собаки не было обезвоживания. Также для собак с проблемами со здоровьем, допустим, с почечной недостаточностью или с какими-то печеночными проблемами, существует ветеринарная линейка кормов для собак с аллергическими реакциями также. Поэтому мы вам еще раз напоминаем, что к питанию своего питомца нужно подходить очень ответственно. И если вы, конечно, не можете определиться с кормом, вам нужно обратиться в ветеринарную клинику, где есть специалисты по питанию питомцев. Очень милая тема, да, вообще о заботе к братьям нашим меньшим, но я думаю, Руслан, сейчас необходимо, как всегда, перейти к нашей постоянной рубрике «Говорим все про праздники». Но вот иногда просыпаешься утром и думаешь, хочется вот поздравить близких, хочется сегодня накрыть ужин, а по какому поводу? Ну, сегодня, например, если у вас есть знакомый ежик, то можете поздравить его с днем ежиного сопения. Ну, а в Сербии празднуют День железнодорожника, а в ряде стран отмечают День хронической усталости. Ну, у нас, кстати, совпало, да, пятница, сегодня достаточно сложно было подняться утром. Ну, то есть, получается, можно приготовить ужин сегодня и отметить День хронической усталости. Да, и забыть про нее на ближайшие выходные. Да. Ну, а какие еще даты и события связаны с сегодняшним днем? Давайте посмотрим далее. 12 мая – Международный день медицинской сестры. Сегодня также День экологического образования – международный праздник. В этот день в городах и поселках проводятся различные экологические акции. По народному календарю существовал обычай, что нужно в полдень выйти на дорогу и подставить лицо теплому ветру. После этого здоровье должно было прибавиться на целый год.
12 мая 996 года в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь Десятинная. 12 мая 1731 года началось судоходство по Ладожскому каналу. Ранее основная связь Невы с Волгой шла через Ладожское озеро, опасное для судоходства, а канал построили в обход него. 12 мая 1945 года открылся Новосибирский государственный академический театр оперы и балета. В этот же день и год завершилась Пражская наступательная операция советских войск, в ходе которой Прагу освободили от фашистских захватчиков. 12 мая 2004 года в англиканской церкви введена должность веб-священника. Действующему женщине-священнику поручили опекать интернет-церковь, чтобы люди совместно молились в чатах, совершали веб-мессы и другие онлайн-ритуалы. 12 мая 1874 года родился Яков Гакель, русский инженер, конструктор, ученый-электротехник. В 1907 году в этот день родилась Кэтрин Хёбберн, американская актриса, 4-жды лауреат премии «Оскар». 12 мая 1933 года на свет появился Андрей Вознесенский, советский и российский поэт и прозаик, общественный деятель. 12 мая 1983 года родилась Алина Кабаева, российская гимнастка, олимпийская чемпионка, общественный деятель. Именины в этот день празднуют Арсений, Артем, Василий, Иван, Федот и Фома. Ну а далее у нас в программе рубрика «Музейный гид», где мы продолжаем вас знакомить с экспозициями Национального художественного музея республики. Ефим Михайлович Шапошников – удивительный художник, человек необыкновенно большой и доброй души. Именно он в Якутии по праву считается родоначальником книжной графики для детей. Родился художник в 1926 году в Намском Улусе, в простой трудовой семье. Его отец трудился в колхозе бухгалтером, но, как сказали бы сейчас, имел хобби. Когда выдавалась свободная минута, он занимался рисованием. И сына к этому приучал. Часто приносил маленькому Ефиму бумагу, карандаши и советовал ему перерисовывать рисунки из книг. А потому неудивительно, что с самого детства у маленького Ефима Шапошникова росло и крепло желание стать художником. Когда в 1945 году в Якутске состоялся первый набор в художественное училище, неудивительно, что Ефим Шапошников отправился постигать ремесло художника. После окончания училища Ефим Михайлович некоторое время проработал учителем рисования и только затем отправился поступать в Харьковский художественный институт. С самого детства он очень много любил читать, обращал внимание на книжную иллюстрацию. Став старше, подружился со многими якутскими писателями и поэтами, и еще в годы учебы в художественном училище начал заниматься книжной иллюстрацией, оформлял книги для детей. Вообще мир ребенка с его радостями и невзгодами, с его невероятными приключениями и радостным взглядом на жизнь был всегда очень понятен и доступен художнику. Ефим Михайлович Шапошников был участником многих республиканских, зональных и всесоюзных художественных выставок. И на каждой выставке представленные работы художника неизменно находили своего зрителя и привлекали большое внимание. На выставке «Вечный дозор», приуроченный к 23 февраля, Дню защитника Отечества, представлен очень интересный графический лист художника «Эссех Победы» из серии «Люди реки Саргучан». Как говорил близкий друг художника, искусствовед Иннокентий Потапов, Саргучан — это, скорее всего, вымышленное слово и происходит от якутского слова «саргу», что значит «счастье». Вообще сама серия, которая выполнена в технике линогравюры, показывает сказочную красоту природы Якутии. Заключительным листом всей серии стал «Эссех Победы». Как вспоминает сам художник, идея пришла к нему очень быстро, и всю работу он выполнил буквально в один присест, без единого подготовительного наброска и эскиза. Гравировать начал снизу, постепенно прорабатывая второй и последний план. Сама многофигурная композиция открывается изображением девушек, которые играют на музыкальных инструментах, таких как домбра, бубен и хомуст. Второй ряд показывает нам угощение кумысом фронтовиков, людей разных национальностей, а последние ряды показывают нам многочисленные круги танцев осохой и состязания национальных игр. Приходите в Национальный художественный музей Республики Саха-Якутия, чтобы увидеть это произведение своими глазами.
Ну а с 1 мая стартовала запись в муниципальные оздоровительные лагеря города Якутска на период летних каникул. Записать ребенка в лагерь сегодня можно через портал госуслуги. По данным муниципальных районов и городских округов, летним отдыхом практически в 500 лагерях охватят более 60 тысяч детей республики. И более подробно, как пройдет оздоровительная кампания в этом году, нам расскажет Александр Хабаров, методист Республиканского ресурсного центра организации отдыха и оздоровления детей. Александр, Доброе утро. Доброе утро. Конечно, многие родители сейчас в поисках хорошего лагеря, но самое главное в поисках информации по тому, как можно туда попасть и что нужно сделать первым делом. Ну вот вообще вся информация, она представлена у нас на нашем портале saha-отдых-детей.рф. Ну вот, как вы уже сказали, запись у нас в этом году, ну, одно из новшеств, запись у нас прошла через портал государственных услуг. То есть это в первый раз в этом году. Если Она прошла или проходит? Она проходит сейчас, да, с 1 мая. Идет конечно, до конца вообще всей летней кампании, скорее всего, будет. То есть вот эта запись, ну, по местам наличия. А как сам происходит процесс записи? То есть записывается и потом идет какое-то распределение? Да, да. Вначале родители заходят на портал государственных услуг, там регистрируются, если у них нет учетной записи. После этого они выбирают в поиске именно отдыха и оздоровления детей, выбирают свой лагерь и уже подают заявку. Потом в течение 6 рабочих дней им должно на госуслуги прийти ответ уже. То есть ребенок попадает, либо нет. То есть это не в зависимости от оплаты или каких-то льготных моментов? Нет. То есть пока через госуслуги мы просто выбираем лагерь, и нам говорят, есть ли места, а далее процедура какая? Да. А далее уже специалисты потом из лагеря уже созваниваются и ребенка уже записывают. А вообще, в целом, по идее, по республике у нас все путевки бесплатные. Только вот в городе Якутске там цена примерно около 20 тысяч за путевку. А какие льготы? Кому сегодня предоставляются они? Льготы, конечно, у нас, то есть вне очереди у нас попадают дети из малообеспеченных семей и из многодетных семей. Также дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации. Но мы знаем, что еще по указу главы республики дети из семей военнослужащих от 6 лет до 18 лет, от 6,5 лет до 18 лет также попадают бесплатно. Да. У них есть отдельные квоты, то есть они все уже распределены у нас. Вообще, если такая мера поддержки нужна, то есть родители в первую очередь обращаются в МФЦ, либо через наш региональный портал государственных услуг, то есть, который находится на сайте Е-Якутия. Они подают заявление туда, и потом приказом Министерства образования уже ребенок направляется в лагерь. На сегодняшний день уже около 190 детей отдохнуло в центре «Сосновый Бор». Всего поступило около 1900 заявлений. Из них... Сразу возникает вопрос, Александр, всем места-то хватит? Или все-таки нужно как можно быстрее подать, чтобы успеть, так сказать, запрыгнуть в этот вагон, а потом будет поздно? Да, ну нужно все равно быстро делать. То есть вообще вот первые заявления у нас уже начали поступать в сентябре месяце. Прошлого года, да. И примерно на летние смены у нас они к декабрю уже все были, по идее. Но мы все равно детей обеспечиваем круглогодичным отдыхом. То есть они, если они не попадают на летние смены, они могут рассчитывать на осенние и летние смены. Это что касаемо Соснового Бора, конечно. А остальных лагерях, то есть дети из таких семей, они будут именно в Сосновом Бору, лагерь «Энергетик», «Связист», «Кескиль», также центр Сирустара и Малая академия наук. Ой, прошу прощения. Ну, бывает. А что касается программы «Детский кэшбэк», она была, по-моему, реализована в прошлом году. Да. В этом году будет ли повтор? Ну, вообще, вот эта программа была как мера поддержки против коронавирусной инфекции. Она была реализована с 2021 года.
Вот в прошлом году в этой программе у нас участвовало 15 лагерей, и всего было продано 1300 путевок по этой программе. А возникали ли какие-то вопросы у родителей по вот этой программе кэшбэка, да? Да, очень много. Там вообще вот по этой программе это была как поддержка нашей национальной платежной системы МИР. То есть, да, там было очень много условий. То есть при покупке родители должны были оплачивать именно картой МИР. То есть они должны были регистрироваться в программе лояльности. И после этого им уже на эту же карту падало 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч. Ну, в целом это выгодно, да, то есть просто нужно было ряд условий выполнить. Да, и, в принципе... на всех сайтах эта информация была, то есть она обязательно была. А есть ли возможность нашим ребятам из нашего региона попасть в лагеря федерального масштаба? Ну, допустим, в тот же Орленок там, или же Океан? Да, но эту работу мы ведем круглый год, то есть дети летают туда. В основном все вот федеральные центры, это такие как Океан, Орленок, Смена и Международный детский центр Артек, туда попадают через АИС-систему, то есть через их сайты, где происходит отбор именно детей. То есть это дети должны быть с грамотами, то есть участник Олимпиад, который выигрывает, там рейтинг глобальная система. То есть самые лучшие из лучших попадают туда. Там совершенно другой же отбор. А в наши лагеря можно просто попасть, вот подал заявочку, оплатил и быстренько собрал вещи и отправил ребенка уже на первый сезон, можно успеть. Да. Если же нет, будет еще второй и третий. Третий сезон, да. А в целом, как готовятся базы и лагеря, да, отдыха детей? Вот есть какие-то нюансы? Ну да. Вообще вот подготовка к открытию летнего сезона у нас начинается, конечно же, уже с февраля месяца. То есть уже заранее. На сегодня все заявления в Роспотребнадзор были уже отданы, сейчас уже выдаются именно разрешения. То есть, по идее, не только Роспотребнадзор, а все надзорные органы. Это МВД, Росгвардия, все они должны дать разрешение именно на работу. Вот вообще в июне месяце мы рассчитываем на открытие уже где-то 450 лагерей. То есть всего у нас будет открыто 521 лагерь. Из них, конечно, большую часть это лагеря дневного пребывания. Александр, да, большое вам спасибо за достаточно развернутую информацию. Ну, думаю, впереди очень хорошее лето будет у нас, да, то есть жаркое, теплое. Вот, поэтому отправляйте детей в лагеря, чтобы они очень хорошо отдохнули и оздоровились. Якутия, доброе утро. Далее предлагаем блок новостей. Почти 11 километров дорожного освещения установят в 5 селах Якутии, об этом сообщают Управление дорог республики. Так уже проведены работы по установке освещения в Жиганске и Мастахе. По 2 километра освещения, в том числе в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Впереди у дорожников и энергетиков работы в Этыкёле, Кобяе и Нижнем Бестяхе. Рост числа дорожно-транспортных происшествий на дворовых территориях фиксируют в Якутске. По последним данным, в городе отметили 286 таких аварий, что на 57 больше, чем в прошлом году. Количество пострадавших увеличилось с 5 до 9. Основную долю ДТП во дворах составляют наезды на стоящее транспортное средство. Показатель вырос со 130 до 162, а число наездов на пешеходов с 9 до 11. Архитектурный проект поселка Чульман вошел в 5 победителей конкурса «Живые пространства». Территории для благоустройства были выбраны из 128 поступивших заявок со всей Якутии. При оценке конкурсных работ учитывались такие критерии, как реализуемость, комфорт и безопасность, современное решение, функциональное разнообразие и соответствие идентичности места. Согласно проекту, сквер разделен на несколько зон. В планах озеленения, установка тротуара, скамеек, торговых киосков и автостоянки. Сама концепция заключается в уникальной природе местности. Автор предлагает использовать арт-инсталляцию, белый кварц и другие природные материалы. Это удобная транспортная и пешеходная доступность. Насыщение сквера – это будет спорт, отдых для всей семьи, удобная инфраструктура для празднования Дня Победы,
Будут там тротуары, скамейки, освещение, видеонаблюдение, реконструкция памятников. Подготовка к летним каникулам продолжается. С мая идет запись в летние лагеря для детей. Также родители могут подать заявку в письменном виде. Например, на сегодняшний день в лагерь «Энергетик» и круглогодичный оздоровительный центр «Сосновый Бор» поступило более 900 заявок. Также проверяют санитарные условия и безопасность мест для отдыха детей. Этим летом планируют охватить 93 тысячи детей. Полезным отдыхом откроют более 500 лагерей. Из них 80% – это места с дневным пребыванием. Также в связи с годом труда много ребят совместят полезную работу с летним отдыхом. В этом году у нас запись принимаем мы через госуслуги. Там в разделе «Отдых детей в каникулярное время» родители могут записать своих детей во все лагеря республики. Для записи документы не нужны, они просто заявку отправляют. В этом году стоимость путевки 43 тысячи, субсидия 15 тысяч. Школа имени Юрия Прокопьева в Верхневилюйске уже 3 года как стала именоваться спортивной. Сейчас там строят большой спортивный зал для борьбы. Двухэтажное здание состоит из 2 частей. Общежитие для учащихся на 33 места, большой зал на 2 ковра, а также специально отведенные места для тренировок. В настоящее время заканчивается окладка стен 1-го этажа. С поставками стройматериалов проблем нет. Если все пойдет по плану, то строительство закончат в декабре этого года. Здесь общий 6 человек. Я только здесь монолит сделаем. Остальные, не знаю, сейчас только монолит. А сейчас ребята на лестнице готовят. Ну, полностью нормально это здесь. Все, хватит материала. Ну, месяца закончим это. К текущему часу это вся информация. Всего доброго и удачного дня. Поздравляю дедушку с праздником Победы. Это даже хорошо, что на ней он не был. Ты был, как я сейчас, маленького роста. Хоть не видел ты врага, ненавидел просто. Ты работал, как большой, за горбушку хлеба. Приближал победы в день, хоть бойцом и не был. Сколько все решился, расплатившись детством, чтобы в мире жил и рос внук его чудесный. Вот таким был эфир пятницы. И сейчас мы предлагаем всем нашим телезрителям практически ворваться в выходные с прекрасным настроением. Да, действительно, танец, энергия, полет и вдохновение – это состояние души. Вероятно, поэтому так любят свой народный ансамбль танца все уснерцы. В эти дни народный танцевальный ансамбль «Уснеры» отметил свой юбилей отчетным концертом. Подробности в материале Светланы Поцелуевой. Шумно, многолюдно и радостно в фойе и коридорах Уснерского дома культуры. Люди собираются на концерт народного ансамбля танца «Золотинка». Ансамбль знают и любят уже 55 лет. Вот такими юными начинали знакомиться с танцем многие жители поселка. Сегодня в ансамбле занимается более 100 мальчиков и девочек. Девочек, конечно, больше, но если мальчик пришел в ансамбль, то остался надолго. Я хожу на «Золотинку» уже 7 лет. На «Золотинке» люди могут... У них могут появиться интересы к танцу, они в будущем могут стать фотографами, танцорами, актерами. Вот это на тебе каким кодом? Лошадь. А, это ты в образе жеребенка, да? Да, это костюм от коня. Танцы этнические, народные, современные. А эта постановка называется «Ход королевы». Она получила гран-при Республиканского молодежного фестиваля «Мус-Устар-2023». Студентка, выпускница Белгородского университета. Я ходила на «Золотинку с 14 лет.
и занималась сначала только современными танцами, но потом это переросло уже в больше, что-то большее. И вот когда я поступила, я уехала. В этом году я вернулась в свою семью, на Золотинку. И очень рада, что я вернулась, потому что то, что происходит вот здесь, вот на сцене, это непередаваемые эмоции, непередаваемые ощущения. Это огромный драйв, когда на тебя смотрит огромный зал. Не описать словами. У Золотинки много друзей и поклонников. Ну, сегодня на концерте я презентовала вот фотовыставку. Вот, это как бы моя маленькая лепта для народного ансамбля «Золотинка», в котором я тоже занималась пару лет. Вот. Я сегодня поздравляю «Золотинку» с этим прекрасным вечером, с отчетным концертом. Как всегда, полный зал. Очень много людей, которые остались как бы вне этого вечера, поэтому действительно такие масштабные, очень такие отточенные, отрепетированные, до мелочи продуманные вечера, концерты такие, как вот отчетный концерт «Золотинка», нужно делать действительно несколько дней подряд. Концерт очень понравился, очень душевный, очень, ну, как всегда, веселый, очень хорошие номера танца, на позитиве. Ну и, как сказать, эмоции переполняют просто. Мы уже на протяжении 10 более лет ходим на концерты «Золотинки». Сыновья танцевали, сейчас один только танцует. Поэтому мы будем всегда ходить. Очень любим «Золотинку». Поздравляем Мадлину Васильевну и ее коллектив с праздником. Успехов, творческих побед, достижения новых вершин. Коллектив готовится принять участие в проведении Сахаланкор в Тамторе. Пожелаем всем успеха. Ну а продолжая тему песен, плясок и вообще прекрасного настроения, мы сейчас завершим наш эфир прекрасным музыкальным подарком для всех наших телезрителей. Да, мы хотим познакомить вас с очень позитивным певческим коллективом под названием «Поющая душа» из поселка Ленинский Алданского района, где не так давно мы побывали с командировкой нашей группой. Вокальная студия, объединяющая женщин, как и гласит само название, с поющей душой, была создана в 2018 году и хорошо известна не только в своем поселке, но и по всему Алданскому району, так как ансамбль выступает на всех концертных площадках. Руководит коллективом Любовь, неоднократно удостоилась она дипломов, и, в общем, это гордость всего района. В репертуаре песни про Россию, Родину, праздничные казачьи песни. Давайте посмотрим одну из них.